Хайрлы Тан, с вами утренняя познавательная программа. И у нас в гостях народный артист Республики Казахстан, профессор, кавалер орденов «Парасат» и «Барс», режиссер-консультант в совместной постановке оперы «Абай» в театре «Астана-опера» Есмухан Обаев. Есмухан Есибаевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Как не прийти? Мы всегда вас рады видеть. Главный хабар. Есмухан Есибаевич, кстати, вопрос такой. А вы жаворонок или сова? По настроению. Как вы утром встаете? Ну так я бодро стою. Бодро. А рано? Рано. Ну, значит, жаворонок. Не позже 6. Ну, давайте говорить теперь о недавно прошедшей грандиозной просто премьере очередного сезона, да, оперы «Абай», в которой вы выступили в качестве консультанта, режиссера-постановщика. Из Казахстана. Из Казахстана. Каково это было работать, вот раз мы говорим, да, с зарубежными профессионалами, в частности, Жан-Карло Дель Монако? Да, это сын великого Дель Монако, певца. Интересно. Мне пришлось и раньше работать с другими режиссерами из других государств. Итальянцы – дотошные режиссеры. Чуть малейшее отклонение от режиссерского видения, он тут же из зала летит на сцену. Хотя ему 76 лет, темпераментный. Там постановочная группа вообще с друг другом, и когда шумят, гомят там на репетиции, это целый гуш-гуш-гуш-гуш-гуш-гуш-гуш. Но я там в середине один тоже не очень старый и не очень молодой, вписываюсь как режиссер, потому что я Абай ставил в многих театрах. И за рубежом действительно сказалось, да, вот в Узбекистане я ставил, в Киргизстане ставил, и в этом же театре ставил. Но с ними интересно, что они не отходят от исторического материала. Они ищут все в книгах, все они перелистывали все. То, что не хватает с меня, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста. У казахов великая пословица есть. Стыдно не знать, не стыднее спросить. Да, они в этом отношении здорово подходят к материалу. Они видят своего Абая пророком, Мухаммедом. Вот. Они даже хотели в некоторых сценах, чтобы он немного молился. Я говорю, не надо этого. Как приняли зрители оперу? На ваш взгляд, удалось ли все задуманное? Задуманное удалось на сцене, потому что есть возможность на этой сцене. Это великолепный дар президента нашего великого, вообще казахскому и вообще многонациональному искусству Казахстана. В этом театре все возможно. Все последние слова техники там. Декорации, первая картина выезжает, допустим, 10 тонн моторчиком. Стал, уехал, другой подъезжает, другой спускается. Вот только целый завод. То есть там по-настоящему можно вот быть там творческим. ставить режиссеру легко спектакль. То есть любую идею можно воплотить, любую идею да? можно воплотить. Можно сколько угодно фантазировать. Понимаете? Расскажите об оценке зрителей. Зрители очень хорошо оценили. Мой друг и ныне директор этого театра, заслуженный деятель искусств Толюбек Альпиев говорит, 15 минут аплодировали. На самом деле мы уходили и опять приходили, уходили и опять приходили. Там на сцене был целый праздник, праздник творчества. Что хорошо, декорации все изготовили итальянской стороны. Костюмы шикарные. Костюмы удивительные просто. Удивительно. Автор костюмов, женщина, она лауреат Оскаровской премии. Да. А вот этот художник, которому постановщик 85 лет, он 5-й или 6-й лауреат всяких театральных фестивалей мира и другой. Они по всему миру кочуют и ставят спектакли. Но они в основном национальные драматурги не ставили национальную песню. Они ставят классику у себя. Итальянскую, французскую, немецкую. И сегодня, когда они работали над этим материалом, они удивлялись тем, что каждый день, каждый такт и музыку они слышали новые. Есмухан Есибаевич, ну, опера «Абай», то есть это не первый ваш опыт работы с оперой именно «Абай», но как бы каждый раз что-то новое, да, у вас появляется. Да. И эта постановка, она, в частности, тоже очень новаторская. Что нового в этой постановке? Абай всегда был современником человечества, и он останется. Вот смотрите, одно слово только я могу сказать, и вы все поймете. В финале Абай говорит: «Мәңгілік ел,
Жасайт. Я по-казахски говорю. Молодое поколение увидит другой свет, другой мир, другое государство, другое процветание. Но это я не увижу. Но тогда дайте привет, передайте тому молодому поколению, которое придет на этот мир. Как будто увидел сегодня, какой будет Казахстан. Какие будут вот такие красивые, как вы, молодые, несущие идеологию. Понимаете, сегодня казахи должны гордиться тем, что на такой великой земле родился великий Абай. Абай, у меня есть слово, надо Абаем засыпать и Абаем просыпаться. Словами назидания. Сейчас я своим студентам преподаю слово назидание. Ставлю еще из произведения Абая вот работу актерскую. О словах назиданиях, как раз о философии Абая мы поговорим чуть позже. Сейчас сделаем небольшую паузу. Ну а нашу программу продолжит прямо сейчас дайджест зарубежных новостей. Завод на окраине Санкт-Петербурга сотрясают басы и освещают лучи прожекторов. То, что со стороны напоминает техновечеринку, на самом деле экспериментальная выставка аудиовизуального искусства. За диджейским пультом 30 художников со всего мира. В зале как истинные эстеты, так и те, кто впервые столкнулся с такой формой творчества. Игра звука и цвета, гармонии и диссонанса на уровне чувств доступна каждому, говорят посетители. Очень здорово, что в России сейчас стали проводить подобные мероприятия, которые раньше были там только в Японии, в Западной Европе. Потому что, это довольно интересно, это не похоже на современное искусство, каким мы привыкли его видеть и понимать, да? То есть, где какая-то просто абстракция, где ничего не понятно. То есть, здесь все больше, скажем так, направлен на взаимодействие света и музыки, которое дарит какие-то эмоциональные ощущения. Площадкой для новаторских арт-экспериментов стал Музей уличного искусства, первый и единственный в России. Создатели говорят, что аналогов такому пространству нет и во всем мире. Стрит-арт обычно возникает на улицах стихийно и также стихийно умирает. Граффити закрашивают коммунальщики или просто смывает дождь. Помочь сохранить работы художников и вывести уличное искусство на новый уровень – главная задача музея, говорит его директор Андрей Зайцев. За рубежом это огромный рынок искусства, как, например, там Бэнкси, который стоит там каких-то сумасшедших денег его работы. Вот. У нас все-таки стрит-арт это именно какая-то уличная такая, более даже, может быть, настоящая история, хотя менее профессиональная. Большинство художников в поисках пространства для своих работ сами выходят на сотрудников музея. Других, часто с мировыми именами, приглашают кураторы выставок. Они пока проходят здесь лишь в теплое время года, ведь искусство все-таки уличное, и основные работы находятся на открытом воздухе. Однако в декабре музей планирует сделать реконструкцию основных галерей и перейти на круглогодичный режим работы. В Техасе уже в 12-й раз прошел чемпионат по аэробатике. Британец Пол Бонем укрепил свои позиции лидера в воздушных гонках, существенно увеличив отрыв от соперников. Он совершил технически безупречный полет продолжительностью 55,5 секунд над гоночной трассой Форт Уэрт и заработал 12 очков, доведя свой результат до 67. Его ближайший соперник Мэтт Холл из Австралии, у него 59 очков. Бонем дважды чемпион мира, ему 51 год. И в следующих соревнованиях станет понятно, сможет ли пилот повторить успех 2009 и 2010 годов. Программа «Кайру Тан» продолжается, а у нас в гостях народный артист Республики Казахстан, профессор, кавалер орденов «Парасат» и «Барс», режиссер-консультант в совместной постановке оперы «Абай» в театре «Астана Опера» Есмухан Абаев. Исмухан, что для вас лично значит Абай и его творчество? Может быть, есть ли слова из слов назидания, которым вы следуете? Это программа, может, жизненная. Это конституция. Абай еще не было ничего, просто земельное дело составлял проект. Кто должен жить, где есть вода, где зелень, где песок, кто должен жить, там должен жить богатый, потому что у него есть возможность рыть колодцы. Составлял конституцию. Равноправие, независимость. Все это у него. Любовь.
ответственность, Уважение. уважение. Еще что можно сказать? Все то, что человеку нужно для того, чтобы он себя чувствовал человеком, Абай человековед. Он знает горе человека, радость человека, право человека, его ум, его талант, его его мерзость, его тупость. Таким должен быть. Он же не говорит там, менің елім тобықты там 5-6, а он тобықты не говорит. Всему человечеству говорит, всем казахам, не казахам, всему человечеству. Поэтому сегодня он переведен на несколько языков и изучает этот. Целые институты, целые философские факультеты изучает. Поэтому Абай надо изучать каждый день, мне кажется. Если бы сейчас вот Абай жил в наше время, как думаете, о чем была бы его лирика? Какие бы слова он оставил Я вот думаю, сейчас? его все песни Актуально. это гимн о любви. Айттым сәлем қалам қас, допустим. Көзімнің қарасы, допустим. Жел үстінде жарық ай. Каждый из них это какой-то паспорт. Вот как он создал эту песню, каково у него было душевное состояние, какова в то время была атмосфера, окружение, это уже вопрос другой. Его гнетает каждый день. Каждый день кто-то приходит и говорит, мою жену забрали. Он выступает за тех, чтобы около него собралась группа талантливых людей. Айдар, там все, он школу целую создавал. И отсюда, из Алатау, ездили туда к ним талантливые люди, чтобы Абай послушали их произведения. Он оставлял там, развивал, и им давал переводы, им давал истории, чтобы они создавали. Это союз писателей Казахстана, Абай. Выше всех, конечно. Исмухан ага, в одном из интервью вы сказали, позвольте я зачитаю. А? Часто в спектаклях зрители видят эдакого чуть ли не столетнего старца с пузом. Мой Абай молодой, Да. влюбленный, поющий, вполне современный, клевый чувак. Приходилось ли вам выслушивать недовольство со стороны консервативных зрителей? Бывает, конечно. Люди видят. Почему, говорят, Абай в фраке? А почему он ходит на бал в Семипалате, одевает фрак? С собой берут красивых парней, девчат, участвуют. Почему он ездит по другим, местам, где он должен присутствовать? Почему? Кто сказал, что он не одевал фрак? Почему он должен быть старцем? Старчего нету. Он молодым умер. Сейчас 49 лет люди повторно женятся. Хотя он очень был влюбчивый, хотя он очень был романтичный. Ну, поэтому я всегда вижу молодых людей, энергичных, красивых, зажигательных, поэтических, композиторским духом, эмоциональный такой, посмотрел на девушку и загорелся. А почему он должен быть старый, ой, вай, халай, ой, почему должен быть... Но первые исполнители, великие артисты, они исполнили, конечно, высокотворческом уровне, как материал для нас, школьный материал, для изучения материала. Но в то время так полагалось. У меня все Абаи молодые. Вот, идите, мы открываем 15-й сезон, а в Озвучском театре играет актер, директор театра, кстати, заслуженный деятель искусства. Ему всего 39 лет. Байгожину 34 года, который сейчас в Астане играл. Талгатову Кузембаеву, который играл, ему 42 года. А как они могут? Если они будут, ой, там бытовить это, тогда бытово будет все. Он же на самом деле пророк. Спрашивали у Джамбула, скажите, пожалуйста, кто Абай, какой он поэт? Джамбул говорит, он не поэт, он пророк Абай. Пайгамбар, казахша. Пророк деген сол ма? Да, Солхой. Есмухан Есибаевич, я на самом деле с вами согласна. Да, есть люди, которые пишут в газете, что Абай не такой. А кто они, что, рядом с Абаем стояли, что ли? Это творческое видение. Конечно. Вон в Германии ставили Абай. Я вам покажу фотографию в программе. Они прямо в зрительном зале ходят. Абай ходит с ними в зрительном зале, одет, правда, в чапанах, но поет всю музыкальную партию.
Но там нету хора, как у нас здесь 200 хоров, 150 оркестр, 170 балет. Нету такого. У нас тут стадионно получилось в этом. Большущий. Масштаб какой. Масштаб. Абай на лошади. Ну, это, конечно, лошадь у нас давно на сцене принимается. Но там он ходячий. Жиренше догоняет его. Люди останавливают. Абай, не уходите, не уезжайте. Вот такие эффектные вот они, когда масса идет. Когда масса давит, они сразу вносят атмосферу. Исмухан ага, ваши творческие планы. Расскажите, пожалуйста, что готовит театр? Сейчас мы готовим к 550-летию казахского ханства пьесу Джабала Иргалиева. Мы сейчас будем ставить Ахансеры. Ахансеры в нашем театре уже не идет лет 40. Шакен Кинштай Шайманов играл, после чего на Мусоргском театре шел недавно. Это как учебный материал будет. Исмухан ага, ну и напоследок ваши утренние пожелания зрителям. Пожелаю спокойствия, терпения, любовь к родине. Быть всегда сыном своей отчизны. Исмухан Несипаевич, ну спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам в гости, за ваши знания, за ваш позитив, за ваше творчество, за все то, что вы делаете. Ну а мы, Чингис Капин и Анар Заева, не прощаемся с вами. До встречи завтра в эфире программы «Карлотан». Пусть наступающий день будет удачным для вас и вас.